Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в нашем зале, и уже это третий, я бы сказала, урок. Правда? У нас же школа филармонического слушателя, и сегодня прямо будет урок. Но и дети у нас здесь есть, как признак того, что у нас учащиеся есть. И те, кто уже не первый раз сюда пришел. Сегодня необычная для вас будет лекция, потому что будет часть теоретическая. А до этого мы с вами говорили про эпохи, говорили про стили, про какие-то разные там инструменты наверняка, да? То сегодня начнем мы вот с теории. Что же такое лад и что такое мелодия с точки зрения теории музыки? Ну и, конечно, будет сегодня музыки все равно много. И видеофрагменты будут, и я буду играть, и у нас сегодня будут концертные программы. Итак, начнем. Вот не случайно, те, кому не видно на первом ряду, можете потом пересесть, чтобы вам было удобно, да? Потому что нам нужен и рояль, и экран. Итак, почему на экране сейчас вы видите палитру? То есть те самые краски, которые всегда использует художник для того, чтобы иметь их в отдельности и уметь их смешивать. Да все потому, что музыкальный язык – это тоже краски. И эти краски, каждая из них имеет свое колоссальное значение для того, чтобы музыка состоялась. И вот эти краски говорят о том, что они все разные, но все они на одной палитре. И мы сегодня поговорим о самой, наверное, важной теме, без которой музыки не существует. Это о том, что ж такое лад. Можно следующий наш, да? Итак, что такое за краски музыкального языка? Я вот вам их написала, вы наверняка их все знаете, просто перечислим. Это, конечно, сам лад, это мелодия, это ритм, это динамика, это гармония и много чего еще. Вот обо всем остальном, я надеюсь, мы поговорим с вами еще в следующие разы. Ну, например, 3 июня у нас будет последняя лекция в этом сезоне, будет называться «Ритм». А сегодня это будет первая под названием «Лад». Как вам кажется, что такое лад вот в нашей обычной жизни? Вот если мы говорим, что вот в семье лад, в коллективе ладят, у нас в стране все ладно происходит, или в мире у нас наконец-то наступил, или наоборот, что-то не ладится. Итак, вот как вам кажется, что такое лад в понятии общепринятом? Что? Взаимопонимание, гармония, что еще? Стабильность. Прежде всего, согласованность. Согласованность, и когда люди умеют договориться, это означает, что они выставляют между собой какие-то правила игры. Лад – это прежде всего система договоренностей, кто кому подчиняется, если честно. Да? Вот кто кому подчиняется, кто главный, кто второстепенный, кто прислушивается. И в семье, в каждой семье есть глава. Неважно, это бабушка, это дедушка, это папа или маленький ребенок. Все равно есть тот, кто правит, да? Правит какими-то законами внутри семьи. То же самое в музыке. Когда я спрашиваю, а что такое лад? Мне говорят, ой, это мажор и минор. На самом деле мажор и минор – это только разновидности лада. И бывает их огромное количество. Есть мажор, есть минор, красивые названия дарийский, фригийский, лидийский, много-много разных ладов. А что же это такое лад? Я хочу вам сказать, что, конечно же, сегодня довольно сложно мне я буду пытаться вам простым языком объяснить, что такое лад. Все началось очень давно, еще с Пифагора, который выяснил, что один и тот же звук, звучащий в разных октавах, сливаются звуки абсолютно. Это он струну взял пополам, ее разделил и получил точно такой же звук, но почему-то выше. И оказалось, что расстояние между ними 220 Гц. Что такое герцы? Это количество колебаний в секунду. Но вот дети физику проходят, мы тоже с вами проходили. Итак, есть некий эталон звучания, мы называем его камертон, это нота ля, и он 440 колебаний в минуту. В секунду, извините, 440 колебаний в секунду. И так выяснилось, что от одного звука до его подобного звука в октаве вот столько-то количество колебаний. И мы сейчас посмотрим с вами клавиатуру. Смотрите, с клавиатурой знакомы все, правда же? Вы видите, что здесь вот есть белые клавиши, черные, сколько их всего? 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, сколько-то там всего. А теперь следующий слайд, мы вам хотим показать, что между ними всеми есть самое маленькое расстояние под названием полутон. Я хочу сказать вам, что любая музыка состоит из всего лишь-навсего из двух интонаций. Первая – это полутон, а вторая, если мы соединим два полутона, это тон. Итак, сейчас мы с вами на слух попытаемся их услышать. Полутон – это очень такая жалобная интонация. Я даже не играю ни мажор, ни минор, играю только эту интонацию. Она более такая, знаете, вот щемящая, плаксивая. Да? Как только я заиграю тон, вы сразу услышите более определенный шаг.
он более определенный, и неважно где, в мажоре или в миноре. Разные, правда? Но это два кирпичика. Из этих двух кирпичиков и состоят лады. Так вот, самое главное, лады отличаются именно тем между собой, где, в каком месте находятся полутоны. Понимаете? И получается, что если взять за основу вот такую октаву, то есть от звука от одного до такого же точно, только они сливаются, да? И попробовать разделить всю эту клавиатуру на какие-то части, то за многие века сложилась семиступенная история. Я не говорю лад, история. Мы все знаем до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Их всего 7. Но лады отличаются друг от друга тем, где же у них эти полутончики находятся. Я вам сейчас просто покажу, в чем они отличаются друг от друга, и надеюсь, вы меня услышите. Ну вот, без чего лад не существует, без чего не существует лад в семье, без главного человека или без тоники. Вот без тоники ничего не возникнет. Тоника – это самый главный звук, к которому все остальные будут присоединяться. Да, вот мы тонику определяем. Она может быть любой нотой. Соль, может быть до, может быть ми. А дальше идет череда тонов и полутонов. Ну, например, тон, тон, потом вдруг полутон. Захотела, сыграла тон, а потом полутон. Это пока еще не музыка. Это я пока еще думаю, какой же лад я хочу использовать, да? А я хочу только одни целые тона сделать. И у меня будет вот такой лад. Фантастический. Понимаете? Ни одного полутона нет. В татарской музыке тоже нет ни одного полутона. Их просто убрали, и получился лад пентатоника. Да? Это тоже лад. А в каком-то ладу, наоборот, сначала полутон, а потом какой-то еще такой большой тон, а потом опять полутон. И получилась вот такая музыка какая? Я не играю музыку, я вам просто хочу объяснить, что ладов очень много. И они отличаются друг от друга именно тем, где находятся внутри эти полутончики. Если я сыграю этот лад подряд, у меня будет гамма. Вот если я сыграю, но без ноты, без тоники, лад не существует. Итак, 3 самых главных понятия. Лад – это система взаимоотношений между ступенями, где очень четко определены расстояния. Это пока еще не композиторская школа, это теоретическая. Если я этот лад положу на какую-то ноту, опущу его на ноту, скажу, все, начинаем с ре. Нет, начинаем с соль. То получается тональность. То есть тон есть и есть лад, тональность. А если я все звуки построю подряд, это будет гамма. И вот из всего этого складывается тот первый материал, которым владеют музыканты и композиторы. Не бывает так, что без ладов они взяли и музыку стали сочинять. Лад бывает даже на 2 звуках. Тара-тара-тара-тара-та. Можно тара-та-та-та-та. По-разному использовать 2 звука. Это будет вот все равно ладовая основа какая-то. Или это будет сочетание именно вот этих вот интонаций плача, да, вот полутончиков, или это будут решительные интонации. Поэтому говорят, ой, мажор это весело, а минор это грустно. Почему? Потому что именно между самыми первыми ступенями и образуется показатель. А что это за лад? Что это за наклонение? Ну, например, или вот так. Это что, мажор или минор? Мажор или минор? А это? И вот по 3 первым звукам мы определяем, мажор это или минор. Вернее, наклонение мажорное или минорное. Я не буду вам рассказывать про историю, что напомню, что лады вообще образовались еще в Древней Греции, они были названы в честь в той местности, где они образовались. Мы сегодня с вами не будем говорить про теорию, мы услышим это все в музыке, потому что каждый композитор использует какой-то свой лад. И народность, и разные народы используют свои лады. Наша с вами какая основная задача? Уметь это услышать в музыке, для себя какие-то сделать открытия и сказать, ой, я теперь поняла, что такое лад, или я теперь понял, что такое лад. Это на самом деле система взаимоотношений между ступенями. И когда мы говорим, что композитор сочиняет то, что ему в голову приходит, я вам говорю, нет, он четко знает, в каком ладу он должен музыку написать. Потому что именно лад определяет окраску. И все интонации, которые рождаются в музыке, они рождены благодаря ладу. Пока вот в этой части все понятно? Пока.
да, что вот дело все вот в этих двух кирпичиках, полутон и тон, а потом они все складываются между собой и образуются то два тона подряд, то два полутона подряд. Итак, мы с вами сказали о том, что полутон и тон – это самые главные кирпичики. Идем в следующий слайд, и что я хочу вам показать. Все видят, что такое инструмент, только он в разрезе фортепиано со всеми вот этими колками и прочими. Для того, чтобы музыка прозвучала, инструмент должен быть настроен. Но есть два типа инструментов. Вот у рояля, у фортепиано, как настройщик настроит, так звук и будет звучать. Угу. А теперь следующий фрагмент. А вот у скрипки все наоборот. Там скрипки, там вот есть струны, и их настраивают определенной высоты, но клавиш там нет, и музыкант должен пальцем попасть в правильное место, чтобы прозвучала та или иная нота. Что для этого у него должно быть? Ощущение лада внутри. Он должен его, про себя, вот все эти звуки уметь чувствовать. Давайте дальше. Следующий слайд. Некоторые даже делают вот такие подсказки, и в виолончели делают наклейки с названием тех звуков, которые человек должен поймать на этом грифе для того, чтобы он прозвучал. Представляете, на такие уловки идут. Следующий слайд. А вот духовые тоже ведь интересно. Смотрите, лады ладами, ну там ведь дырочки, да? Они вот как вот звук-то происходит? А они тоже настраиваются на определенный исходный тон, а все остальные звуки уже получаются благодаря нажатиям, вот, зажимам этого отверстия. У нас струна, а в духовых инструментах воздушный столб, но он тоже может быть зажат в определенном месте и иметь другую высоту. То есть сам музыкант может плевать вот так вот, да? Или он может, не думайте, что они все дуют, как вот мы шарики надуваем. У каждого свой принцип звукоизвлечения. И получается, что для того, чтобы правильно звук прозвучал, он должен, музыкант, уметь настроиться на определенное звучание в ладу. Следующий, пожалуйста, слайд. А что такое баян-аккордеон? С одной стороны, они меха раздувают, да? Воздух поступает, а с другой стороны, у них тоже есть клавиши. Да? А у нас с вами в голосе, когда мы поем, нет ни клавиш тебе, ни каких-нибудь дырочек, ни каких-нибудь там зажимов, у нас нет ничего. У нас может быть только что? Музыкальный слух. Правильно, совершенно музыкальный слух. Мы должны вот эти вот ладовые интонации уметь сами для себя запомнить, определить. Ну, я когда вот детей сольфеджио вот таких маленьких учила, и учу до сих пор, я их учу эти интонации распознавать, как они звучат, как они должны отразить в музыке какое-то настроение. Почему мы говорим мажорное наклонение или минорное наклонение? Такое более мягкое и грустное, и более решительное и веселое, потому что они заложены, вот эти интонации, в полутоне и в тоне, а от них уже все производные. Следующий слайд, пожалуйста. Удивительный инструмент арфа, вы знаете, он отличается от всех. Тут и рукой ничего не найдешь, и клавиш нет, потому что у них струны уже заведомо настроены на определенные звуки. И это надо уметь настроить именно так, как в данном произведении они будут звучать. Понимаете, да? То есть вы представляете, что вот все то, что я вам рассказываю, это музыканты, они изучают, когда они учатся на инструменте играть. Но мы-то ведь с вами слушаем, правда? Мы же слушатели. Мы должны примерно представлять себе, как человек на этих инструментах нажимает клавиши или струны, которые соответствуют тем нотам, которые написал композитор. Представляете, вот у всех инструментов разный способ звукоизвлечения и нахождения того самого звука, который имеет определенную высоту и записан в нотах. Пока все понятно? Это мы просто с вами листаем разные способы. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, для того, чтобы мелодия, сейчас уже более такая простая тема, для того, чтобы мелодия возникла, что человеку нужно знать, композитору? Ну, он должен определить, в каком ладу он хочет написать. Для этого он должен знать настроение, что он за настроение хочет музыке придать. Это очень важно, потому что если я не знаю настроения, то у меня и музыка получится непонятно какая. Я должна знать, что я хочу в музыке сделать. Дальше. Тональность. Вы думаете, они все одинаковые, они все разные. У каждой тональности есть своя окраска. И был такой русский композитор Скрябин, который даже придумал светомузыку, потому что он каждый звук видел в своем цвете. И он изобрел вот эту машинку, которая, специально такой аппарат, который не просто звук издавался какой-то, а он окрашивался в определенный цвет. Мы привыкли к светофонтанам, да, к светомузыке, да, на самом деле вот оно изобретение отражать цветом конкретную высоту.
А вот дальше вот та тема, которую сегодня я хочу вам побольше раскрыть, это рисунок мелодии. Что такое рисунок мелодии? Это так, как она развивается, и почему одну мелодию мы запоминаем сразу, а некоторые мелодии очень красивые, запомнить не можем. Какие-то мы повторяем с первого раза и помним их всю жизнь, а какие-то нам нравятся, но мы не можем их воспроизвести, потому что у них разные рисунки. И, наконец, нет, еще надо вернуть предыдущий, да. Фиксированное или зонное интонирование. Вот что такое фиксированное? Я нажимаю клавишу на инструменте, и как настройщик мне настроил, я так его и слышу, правда? Я не могу его сделать выше или ниже. Я не могу. Как настроили, так и настроили. Скрипач может сделать чуть выше, чуть ниже, потому что он имеет право, у него есть вот... Нет же у него клавиш-то, да? И мы с вами нашим голосом тоже можем один и тот же звук спеть чуть выше, чуть ниже. Думаете, всегда нужно петь точно, вот как по высоте? Иногда даже настройщики, мне вот рассказывали настройщики свою тайну, они должны чуть-чуть повыше сделать какой-то интервал для того, чтобы в целом инструмент звучал чисто. Представляете, сколько тонкостей именно вот в этих вот маленьких таких интонациях, из которых складывается музыка. А теперь очень коротко я вам расскажу, какие бывают характеры мелодии, и перейдем уже к музыке. Итак, следующий слайд, пожалуйста. У нас с вами на самом деле рисунков мелодии не так много. Рисунок – это вот часть мелодии, которую можно обозначить, опознать, узнать, запомнить. Первое – это псалмодирование, второе – это вспомогательные звуки. Пока только я перечислю. Сейчас мы будем с вами в музыкальных произведениях все это наблюдать. Есть опевание, есть постепенное движение, есть скачки, есть секвенции. Итак, давайте начнем знакомиться со всеми этими рисунками. А для чего, вы думаете, я вам это рассказываю? Ну, для того, чтобы, например, вы тоже, слушая мелодию, уже примерно представляли, а почему композитор вот именно эту интонацию, что за интонация вам создала определенный характер. А почему в этой музыке легко запоминается мелодия? А почему вот выбрал композитор именно вот такой рисунок? Что же он хотел этим сказать? Я думаю, что вам будет интереснее музыку просто слушать, и уже вы будете понимать, вы, наверняка и так понимаете, просто вы понимаете это много интуитивно, а мы сегодня попробуем разобрать, потому что рисунок – это то, что делает, смотрите, нот всего 7. Но каждая мелодия уникальна. Да? Вот сколько вот этих рисунков, и рисунков-то немного, но каждый выбирает свои комбинации, и получаются шедевры, правда? Поэтому давайте с самого начала мы начнем с первого самого рисунка, который называется псалмодирование. Что такое псалмодирование? Это звучание на одной ноте. Я могу много рассказывать, как будто бы петь на одной ноте. Это будет псалмодирование. Это прежде всего что? Это распевание текста. И поэтому все службы во всех конфессиях всегда поются на одном звуке. Как называется? Псалмодирование. Правда же? Ничего не делаю, только на одном звуке. И иногда в мелодиях вот эта вот частичка псалмодирования, она бывает частенько. Ну, не на протяжении всего произведения, а кое-где. Но я вам покажу сегодня одно сочинение, с которого мы начнем слушать уже музыку. Это именно «Величи душа моя Господа», пожалуйста, включайте нам, и мы слушаем с вами, где псалмодирование как часть рисунка мелодического. Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моей. Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Вы услышали, да, в начале и в серединке, и везде, когда распевается один текст, то слышите на одном звуке. Но вы думаете, только в духовной музыке это звучит? Ничего подобного. Я вам сыграю очень знаменитую, известную колыбельную Дунаевского, в основе которой псалмодирование. Правда же?
остальные рисунки я специально не называю. Моя задача в каждом произведении сделать акцент на один рисунок. Их там может быть много. Вот если мы бываем с вами на службе, там вот все эти «Господи помилуй», все это псалмодирование, запомнили, да? Второй рисунок, который наверняка все знаете, но мы сейчас послушаем его в разных произведениях для того, чтобы вы смогли его потом в будущем для себя опознать. Это, конечно, опевание. А что такое опевание? Это когда вокруг одного и того же звука, ну как будто, знаете, окружение, я называю так рисовать восьмерки, когда тара-тара, вот вокруг одного и того же звука происходит такое опевание. И я даже хочу вам сказать, что я вам сейчас его наиграю, а потом мы включим музыку, и у меня даже к вам будет просьба, а попробуйте посчитать, сколько раз это опевание прозвучит в одном из самых знаменитых произведений Чайковского. Послушаем мы с вами сейчас отрывочек из концерта для скрипки с оркестром, где в побочной партии именно это опевание будет центром мелодии. Слушаем. А играть будет Джошуа Белл, один из самых востребованных американских скрипачей, который однажды устроил шоу в подземном переходе. Расскажу потом. Ваша задача – найти этот слышите? Чувствуете, да, что этот элемент, он здесь главный. Весь остальной рисунок подстраивается под него. Ну, сколько получилось у вас? Не посчитали, увлеклись. Музыка красивая, правда? Поэтому считать не хотелось. Запомнили, да? Это вот такое опевание, которое, конечно же, очень важно. Ну и красивейшая музыка Кастадивы, Каста Дива называется, да, и поет Чичилия Бартоли, включаем и слушаем. И там то же самое. Рисунок под названием опевание, когда вокруг одного и того же звука, сверху, снизу и центром будет этот звук. Слушаем Чичилию Бартоли. Сейчас внимание, да. Получается так, что, да, что теперь постепенно повышается сама мелодия, да? И появляется постепенное движение, которое спускается, да? Вот смотрите, любое восходящее движение мелодии – это всегда повышение эмоциональное, да? И его специально используют композиторы, чтобы повысить эмоциональный заряд произведения или отдельного там какого-то эпизода в музыке. И вот, но мы слушали с вами Кастадиву с точки зрения опевания, такого, знаете, вот фигурное прочтение мелодии. Есть еще очень интересный рисунок, на основе которого мы даже сегодня произведение услышим, по-моему, кроме этого рисунка нет ничего. Это когда звуки рядом, я их называю вспомогательные звуки, и если помните детскую песенку, они рядышком.
Они могут быть здесь, они могут быть здесь. Как будто бы звук и что-то с ними рядом. И вот теперь мы послушаем такую песню «О море, море», вы знаете ее все. Петь ее будет Методий Бужор, он, кстати, к нам приезжает на следующем сезоне и будет у нас в романсовом абонементе, великолепный совершенно музыкант. И так вот, сейчас вот эти вспомогательные звуки попробуем услышать, было ли что-нибудь в этой песне, кроме этих звуков. То есть рисунок, вспомогательные звуки. Слушаем. Море вернулось, говором чае, песней прибоя, рассвет пробудил. Море, как друга, сердцем встречали, сердце, как песня, летит из груди. Всего два звука, правда? Но сколько в них вот эмоций вот в этих звуках, правда? Не широкая мелодия, не большой диапазон мелодии. Всего лишь 2-3 интонации, но они создают определенный характер, определенное настроение. Да ведь? И следующий эпизод – трубач Эллен Кринг, он тоже к нам приезжает в следующем сезоне. Я не случайно выбрала именно этих музыкантов, еще и потому, что хочется про них сказать, но еще и потому, что музыку эту наверняка вы тоже знаете. Она из великолепного фильма, фильм вы тоже узнаете. Итак, включаем Эллен Кринга, а в мелодии слушаем что? Вот эти самые два близлежащих звука. Та-ра-та! Да? Опять два звука рядом. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всего два звука. Везде. И Георгий Юфа играет на виолончели. Услышали, да? Вот маленькая интонация, а дает весь характер всему произведению. Но вы знаете, иногда такие вспомогательные звуки являются трамплином. Для того, чтобы потом мелодия вырвалась куда-нибудь ввысь, например. Она как будто бы нужна. Правда же? Или, например, есть такая «Аве Мария». То же самое. Эта интонация как будто бы подготовила вот это вот движение мелодии. Следующая очень интересная у нас с вами тема, которая уже наверняка везде звучала, как постепенно движется мелодия и для чего это нужно композитору. Что вверх, что вниз, она может идти прямо по звукам гаммы, может, знаете, чуть вверх, чуть вниз. Я своих учеников учу шагать по лесенкам, когда вот учу их этим разным мелодиям. Я их прям вот становлю вот и говорю: так, теперь ты шагай мне по лестнице, потому что у мелодии она может добраться, чуть спуститься, потом обратно подняться, потом опять спуститься. И так мы научаемся с ними вместе именно рисунок ощущать физически, потому что мы его проживаем вместе с композитором, вместе с музыкантами. Но сейчас вы услышите одно из гениальных произведений Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении гениального, абсолютно гениального музыканта. Это Ростроповича Мстислава, вокалист. Я не случайно выбрала это произведение, потому что, несмотря на то, что там множество разных рисунков, у меня к вам просьба. А мы слушаем постепенность, где, в какой момент возникают вот эти вот постепенные движения вверх или вниз, и для чего это нужно было Рахманинову. Слушаем. Вот они, вспомогательные звуки.
возвращение в тонику. Обязательно. Да, вот в ладовом отношении тоника всегда будет главной. Вы знаете, в каждой эпохе была своя мода на сочинение мелодии. В каждую эпоху, в каждом времени, средневековье, возрождение, то, что мы с вами уже говорили, да, в классицизме, в романтизме своя мода на мелодию. Рахманинов – это романтик. Поэтому это мелодия романтическая. Но было же до романтизма другие эпохи. Например, был классицизм, там, где был Моцарт, Гайдн и Бетховен. Да вот как раз вот там чаще всего мелодия звучала, как вы думаете, по звукам аккордов, потому что для той эпохи было самое главное достижение – это создание гармонического языка. Мы об этом тоже обязательно поговорим. У нас с вами будет целый сезон следующий, у меня будет свой абонемент из этих лекций состоять, из разных концертов, из разных вот таких вот тем. И гармонию пройдем обязательно. Но пока я хочу вам сказать, что именно в эпоху классицизма была такая мода на создание мелодии, которая по звукам аккорда распределяются звука по звукам аккорда. Например, очень знаменитая песенка Моцарта про весну. По звукам аккорда она вот такая вся. Но кроме Моцарта, у него еще была это. А вот дальше. Все по звукам аккорда. Не знаю, как вы, я очень люблю песни всякие разные, военные, не военные, советские, всякие разные. У меня мама пела, я с ней вместе пела вот с такого возраста. Но одну песню я до сих пор показываю всем на всех моих уроках, как признак того, что и в советское время писали песни по звукам аккордов. Одна из них. Она вся состоит, как будто бы я аккорд играю. Насколько замечательно он придумал, правда? И вот это вот движение, это, конечно, по звукам аккорда, оно проникло и в романтизм тоже. И вот сейчас мы послушаем Шуберта, который написал цикл «Прекрасная мельничиха». И там очень такая конкретная песенка «В путь» называется, которая изображает движение, вот это вот путь, да, движение. И мелодия тоже по звукам аккорда. Слушаем Шуберта. То есть это достижение классицизма, но все равно ее используют до сих пор. В движении мельник жизнь ведет в движении. В движении мельник жизнь ведет в движении. Плохой тот мельник должен быть, коли век свой дома хочет быть. Все дома, все дома, все дома, все дома. То есть полностью мелодия подчинена законам развития аккордов. Да? Запомнили? Переходим к следующему рисунку. Это, конечно же, скачок. Скачки бывают разные в мелодии. Широкие. Что такое скачок? Это движение от более низкого к более высокому, вот такое вот расстояние. Или наоборот, сверху вниз. Иногда эти скачки заполняются, иногда живут самостоятельной жизнью, и от них дальше мелодия развивается. Но без них не бывает ничего. Все знают, что такое гимн. Любой. Да? Это что-то такое призывное, правда же? Это призывное что-то такое. Без этого не обойтись, без этого вот скачка. Но и маленькая ночная серенада. Она тоже основана вот на таком первом скачке. А еще, я думаю, что вы наверняка знаете такую песенку. Знакомая, да ведь? Скачок, правда же? Скачок, но он не мешает ее спеть, сыграть. Вот они скачки, да? Но мы сейчас с вами послушаем замечательное произведение Грига. Маленький отрывочек, это песню Сольвик из его музыки к драме Ибсена «Пер Гюнд». Я бы всем детям рассказала, что такое «Пер Гюнд», потому что это такая, знаете, вечная тема, когда мы ищем чего-то там в дальних странах, уезжаем куда-то из родного дома в поисках лучшего счастья, а оно тебя ждет дома, а ты его и уже можешь потерять. И там и невеста ослепла, и мама умерла, и, в общем, что только не произошло. Но вот песню Сольвик мы послушаем в очень хорошем исполнении, но вы слушайте что? Вот
те самые скачки в мелодии, которые здесь начинают эту мелодию, и потом они будут встречаться. Вы поняли, да, что каждая мелодия – это цепочка рисунков. Практически не бывает однотипного, бывает, но крайне редко. Но мы с вами учимся их вычленять, потому что именно эти интонации, и ладовые, и вот такие вот интервальные, они создают характер мелодии, характер произведения даже, потому что сегодня мы говорим только пока о мелодии, не трогаем ни ритм, ни гармонию. Итак, песня «Сольвейк». Вот такие скачки, да, вот они. Это будет основа темки песни. И лад будет минорный. Сейчас вы это услышите в первых аккордах. Поднялись наверх, да? И будем спускаться вниз. Услышали много разного, правда? И восходящее движение услышали, да ведь? И услышали скачки. Но самое главное, что с него, с этого скачка, здесь все начинается. Я попутно вам расскажу, что кроме вот этих вот обычных ладов, конечно же, время менялось и добавлялись лишние звуки. А лишние звуки – это вот эти самые полутоны, которые заполнялись случайными знаками, поэтому появились диезы, бемоли и прочие знаки. Они позволяли расширить лад до тех же самых 12 ступенек. И поэтому да, знакомо, правда? Вот они по полутонам идут. Да, заполнение вот это вот происходило именно в эпоху романтизма. У нас даже будет целый абонемент в следующем сезоне, посвященный романтизму. Это мы долго думали, как же нам барокко продолжить, чем вот решили романтизмом. А это как не романтики, которые придумывали в мелодии вот такие необычные ходы и интересные, конечно, какие-то движения. И, наконец, одна из самых любимых тем у всех композиторов всех времен и народов – это секвенция. А что такое секвенция? Это один и тот же мелодический рисунок, который повторяется в разных местах от разных нот в разное время. Причем я даже вам, по-моему, рассказывала про Генделя, который придумал золотую секвенцию, когда он придумал пассакалию, и сейчас я вам ее наиграю, наверняка вспомните. Придумал ее, когда мы уходим из одного места, в него же возвращаемся, но повторяя одну и ту же мелодию. И, конечно же, гением секвенции называют Петра Ильича Чайковского. Он их применяет везде, и в операх, и в детских пьесах, и в хорах, и в фортепианных произведениях. Но я вам хочу показать другого композитора, Глиера. Знаете такого композитора? А все знают, вот он написал там и «Медный всадник», мало кто, честно говоря, знает Глиера, не так он часто исполняется. Но он написал концерт для голоса с оркестром, концерт для голоса с оркестром. Концерты бывают, я вам рассказывала, и вы наверняка без меня это и так знаете, для фортепиано с оркестром, для органа с оркестром, для гобоя, для кларнета, даже для контрабаса. А вот для голоса не так много написано. Итак, маленький фрагмент Глиера. Но мы с вами слушаем что? Ту самую секвенцию, которая там будет звучать в разных местах. Сейчас я вам ее наиграю, чтобы вам было ее лучше слышно. Итак, слушаем Глиера. Концерт для голоса с оркестром.
Но кроме секвенции, послушайте, а для чего вот все вот эти восхождения нужны в мелодии? Ведь здесь нет слов. Нам слова не помогают. Это эмоция, которая рождается только из интонации мелодии. Тут и скачок, и вот это вот постепенное снижение, да, как бы уход от кульминации. Возникает сначала у оркестра эта тема. Запомнили, да? Вот этот вот рисунок называется секвенцией. Наверняка вы знаете, что это такое, слышали, но имейте в виду, что это одна из самых любимых тем для композиторов. И именно мы запоминаем чаще всего музыку, именно ту, где используется секвенция. Сегодня еще такая у меня была идея подсказать вам и самой еще раз в этом убедиться, откуда рождаются шлягеры. Шлягеры – это не обязательно поп-музыка. Шлягеры бывают и в классике. Почему что-то становится, ну, прямо вот всеми любимым произведением. Что такое в этих мелодиях, что запоминается нам надолго. А теперь последний фрагмент в этой первой части теоретической о том, где же встречаются разные рисунки, мелодии. Чаще всего, когда меняется форма произведения. Ну, например, все вы знаете, есть куплет, есть припев. Угу. Но чаще всего в музыке нет такого, вот, я имею в виду, не в песенном таком варианте, а в классической музыке бывают разделения на части даже внутри одного, например, куплета. И сейчас мы послушаем итальянскую тарантеллу, композитор Россини, где вы услышите, что рисунок мелодии меняется там, где меняется, ну, какая-то часть. То есть иногда рисунок мелодии, он подчиняется форме, то есть он меняется там, где что-то меняется вот в настроении или в тексте. И вот сейчас услышим эту тарантеллу, и вы прямо сами для себя поймете, вот здесь вот такой рисунок главенствует, а вот здесь совершенно другой. Тут возвращение или еще третий. Итак, слушаем и пытаемся немножечко даже анализировать, потому что у нас сегодня с вами прямо урок, да, мы учимся в мелодии находить те интонации, которые порождают настроение. Итак, слушаем тарантеллу. Luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Serra in danza, Все, правда, другая. Вот оно, псалмодирование. Finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bello con la più bella
salterà. Mamma mia, e alla luna in mezzo al mare. Mamma mia, si salterà. Brinche, 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 mamma mia, si salterà. Brinche, 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 mamma mia, si salterà. Еще один, да? И возвращение к первому. Заметили, да, что вот каждый маленький отрывочек этого произведения это был разный мелодический рисунок. Вот такую мы теоретическую часть с вами прошли, а сейчас у меня еще одна тоже такая часть интересная. А чем же отличаются национальные музыкальные языки? Почему мы распознаем с вами мелодию и отличаем ее татарскую от русской, скажем, грузинскую от какой-нибудь там еще, да? Почему? Что такое в музыке используется? Почему мы ее можем отличить? И можем ли мы каким-то образом это обозначить, охарактеризовать? Итак, что должно быть для основой, почему мы музыкальный язык национальный распознаем? Там еще один слайд, где у нас написано. Смотрите, прежде всего лад. Какой используется лад в этой музыке? Потому что он может быть самый разный, и вы сейчас это обязательно услышите. Какая основа? Может быть, там аккорды? И мелодия просто под аккорды подстраивается? Или вообще нет никакого сопровождения, только одна мелодия, да? Вот у каждой национальности есть свои какие-то привычные формы использования этого языка. Дальше. Мы подчиняемся ритму или абсолютно независимая мелодия? Ну и, конечно же, способ интонирования. Вы знаете, одну и ту же мелодию, если споют грузин, русский и татарин, будет совершенно по-разному звучать. Способ интонирования разный. Одни поют прямо, другие с каким-нибудь там подвыванием чуть-чуть. Правда же? И вот сейчас попробуем мы с вами вот эти вот разные национальные школы услышать. Итак, первая, армянская. Не устали? Закручивается, закручивается. Вот такой звук появляется, да, и сразу, и вдруг включается ритм. Это не европейский лад. Тут другие ступени, тут в других местах полутончики находятся. Чувствуете, да? И тут нет аккордов внутри, тут только мелодия. Запомнили, да? Услышали? И когда включается ритм, мы понимаем, ритм-то включается, а аккордов-то нет. Она независимо развивается. И у нее подчиненность тонике, вот она тоника, и вокруг нее рисуется вот такая мелодия. Спасибо. Следующие грузины. Чем же они отличаются? Во-первых, у них природное многоголосие, в отличие от армянской музыки, которая монодическая, да, вот, которая такая вот одноголосная. Монодия – это одноголосие, да? А у грузин у них изначально многоголосное пение – это самое главное, что они имели и будут иметь всегда, это умение петь по голосам. И вот они, вот сейчас будет звучать их произведение, очень небольшое. Они что используют? Они одновременно используют два лада, и мажор, и минор. У них будет и вот так вот. И так, рядышком, они будут рядышком. А еще будет вот такие всякие разные звуки. Это тоже будет другие лады. У них тоже добавится такой звук, которого нет в европейском ладу. Да? То есть услышите сейчас грузинское пение, скажете, чем отличается от армянского. Они вроде бы близкие национальности, а звучит кардинально по-разному. Итак, грузинское пение. Сопоставление. Мажор, потом раз, минор. Минор, потом раз, мажор. Спустились, мажор звучит.
И опять минор. Чувствуете, да? Такое сопоставление – это их основной принцип. Чувствуете, что не такая, как музыка, как была в первой части нашей лекции? Я специально сделала такое сопоставление. На других основах эта музыка народная основана. Не на европейской гармонии, а на национальных традициях. А у грузин традиция сочетания мажорного и минорного ладов. Они у них как бы существуют параллельно, рядышком, друг с другом. Да? Кстати, вот по поводу параллельных ладов. Что такое параллельный лад? Когда мажор с минором находятся в вообще очень близком родстве, когда они родные сестры или там, родные братья. И когда мы с вами, я позволю отвлечься от национальной музыки и покажу вам тоже пример, что же такое параллельные лады. Это когда мажор с минором делятся. Минор. Минор. И вдруг и опять возвращаемся в миноры. Понимаете, да? Они очень рядом существуют, мажор и минор, и постоянно делятся друг с другом своими красками. Поэтому очень часто бывает, что путают. В каком же произведении, в каком же ладу написано произведение? Что все определяет? Последний аккорд. Куда все стремятся? Мажорное это будет или минорное? А вот следующий у нас с вами будет французская. Вот для сравнения, это была музыка восточная, армянская, грузинская, сейчас будет французская. И у меня к вам будет вопрос, чем она отличается? Слушаем. Она основана совершенно на другом принципе. Она более танцевальная, она более определенная, она более маршевая, она европейская. У нее основа гармоническая, и она гораздо раньше, эта гармония там определилась, и потом она уже стала проникать в музыку восточную. Сейчас очень трудно разделить иногда гармонию восточного, скажем, аккомпанемента от европейского, очень много общего. Это вы наверняка почувствуете сами, когда мы дальше пойдем, но, тем не менее, более определенная, более ясная, более квадратная. Ее можно всю уложить в определенный размер. Музыку грузинскую или музыку армянскую или татарскую или сирийскую попробуй уложить. Не уложишь, не остановишься, точку не поставишь, потому что у нее бесконечное развитие. И я сейчас хочу вам показать татарскую песню. Она строится, вся татарская музыка, на пентатонике. Там, где полутонов нет совсем. Их просто убрали, и она бывает или мажорная, или минорная. Но в ней полутонов нет. Конечно же, в аккомпанементе уже теперь применяются всякие разные полутоны и хроматизмы, но в мелодии нет. И этим татарская музыка, она такая же, как бурятская, она очень похожа на монгольскую. Это целая культура, основанная на пентатонике. Слушаем, очаровательная девочка, замечательную поет татарскую песню. И обратите внимание на манеру интонирования, то, что мы сегодня еще проговорим. Ведь именно манера, как она ее поет, определяет национальный колорит. Слышите, да, вот она пентатоника.
этого в нотах не написать. Это только можно почувствовать. А вот теперь для сравнения совершенно другая культура – это алтайское горловое пение. Совершенно. Но там тоже есть мелодия, там тоже есть характерные особенности интонирования. Вы обратили внимание, да, на способ интонирования национальной музыки? Причем вы каждый раз это будете в этом убеждаться, что именно у каждой национальности свои приемы и интонирования. Итак, алтайское горловое пение – это феномен, который, мало кто может изобразить, долго не готовившись, не спеть, так, как поют они. Слушаем. У них тоже есть ладовая основа, естественно, вот эти вот все, да, вот интонации. Как? Впечатляет, правда? Это то мастерство, которое, вот у них, даже живущие там, не все этим мастерством обладают, потому что это уникальное владение вот своим голосом, да? Теперь для сравнения мы с вами послушаем испанскую музыку. А испанская – это прежде всего музыка, конечно же, танцевальная. Вы знаете, когда-то вот в 19 веке, в 18, да и вообще, когда люди разъезжали из страны в страну, они пытались скопировать какие-то элементы, которые слышали в других странах. И вот наши замечательные Глинка, Михаил Иванович, Римский-Корсаков, Чайковский, приезжая из Италии, из Испании, обязательно что-нибудь эдакое писали. Я вам сейчас наиграю то, что когда-то сочинил Михаил Иванович Глинка, потому что сегодня мы про Глинку еще поговорим, и он написал... Арагонская охота. Он написал, он скопировал какие-то элементы, которые характерны были для испанской музыки. Слушаем испанскую музыку, но уже не Глинки, а настоящую испанскую. Всего 3 звука. И все. Только они переходят, да? Для испанской музыки не нужна широкая мелодия.
Для нее не нужны разнообразные мелодические рисунки. Ей самое главное что? Уложиться в ритм и соответствовать тому ладу, который они используют. А используют они вот такой. И мы сразу слышим, что это такое, да? Что такое? С этим ладом, который такой вот увеличенный, да, вот увеличенной интонации получается. Мы сейчас встретимся, когда будем музыку другой национальности слушать. А испанскую, она основана, конечно же, на ритме, на вот таких вот взрывных. Чувствуете, да? Не надо большие развернутые мелодии. Маленькая интонация, но в ней заряжена какая-то отдельная энергия, которая повторяется. Русская музыка. Вы знаете, ну, русская музыка, она настолько многообразная музыка народная, что про всю рассказать невозможно, как и про татарскую тоже. Они есть бытовые песни, есть военные, есть рекрутские, есть там какие-нибудь хороводные, все знают, в опере «Березонька» стояла, правда же? Но я хочу вам показать именно протяжную мелодию, и опять же, она не европейская. Вот если откинуть все европейские налеты, то прежде всего в этих русских мелодиях исчезнет вот это вот такое, знаете, тяготение. Ну, например, сейчас я вам сыграю вот просто вот наугад. Например. Если бы я сыграла музыку европейскую, я бы сыграла так. Я превратила бы ее вот в такое созвучие. Народная музыка, она не имеет таких вот очень четких стремлений в тонику. Она более мягкая, она более, ее называют плагальная, то есть она более мягкая звучит, да? И это сейчас протяжная русская песня, просто послушайте ее и для себя отметьте, а что в ней такого, что все-таки она не европейская, вот сама по себе внутренняя, она не европейская. Конечно, обрабатывают ее уже, и все аккорды появляются современные и не очень современные, но по своей основе русская музыка диатоническая, то есть без лишних знаков, без лишних вот этих вот изменений. Она не требует той самой европейской доминанты. Доминанта – это стремление в тонику, очень такое быстрое, очень явное. Это мы потом, когда про гармонию будем говорить, я вам расскажу, что такое доминанта и как ее в музыке используют. А сейчас русская протяжная, пожалуйста, послушаем. Это нам нужно для того, чтобы мы могли сравнить. Основа русской песенности – это подголоски. И вот сейчас вы это услышите, когда к ним присоединяются голоса. Они как будто, вы знаете, вот заплетается венок, да, и добавляются следующие голоса. Это чисто русский такой прием. И вот такое мягкое движение, без особого такого тяготения европейского. Чем отличается фольклор? Тем, что вот эти вот исходные интонации, они как бы возрождаются. Что татарские, что русские, они возрождаются из тех, которые родились в народе. Для абсолютного сравнения, немецкая народная песня, когда я была маленькая, я эту песню пела, до сих пор ее все поют. «Ах, мой милый Августин», все ее знают. Даже если вы не знаете, что это «Ах, мой милый Августин», вы знаете ее все равно. Но я нашла такой клип забавный, они записали ее во время пандемии, поэтому там такая пандемическая тема звучит. Но тем не менее, чем отличаться будет немецкая песня от только что звучащей русской или от только что недавно звучащей испанской? Слушаем. Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, Mensch ist weg, alles weg, Augustin, oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck, oh, du lieber Augustin. Что это было? Очень определенное, очень ясное, опять же квадратное, то, которое можно разделить на 4. Там, та-та-та, 2, 3,
4. Там, да-да-да-там, пам-пам-парам, 4. Понимаете, да, вот эта квадратность – это признак европейской культуры музыкальной, и я думаю, что наверняка вы все это понимаете. Откуда мы знаем, что эта музыка, например, еврейская? Вот здесь вот тот самый лад, который образуется, да? Даже если я не буду знать нот, но мне настроят какие-нибудь хрустальные, ну скажем, какие-нибудь хрустальные такие вот сосуды с музыкально настроенными звуками, да, то я могу еврейскую музыку сочинить, потому что она заложена в самом ладу. Итак, слушаем. Основа все равно другого лада. Вот да, вот даже если мы характер выключим, то лад все равно будет вот именно так настроен, что вот эти вот самые интонации, они все равно в мелодии выдают сразу национальный колорит. И такой же примерно национальный колорит сейчас прозвучит в сирийской народной мелодии. Ну, рядом они находятся, поэтому и мелодии похожи, настрой разный. Разный характер звучания. Пожалуйста, сирийская. И потом у нас еще будет напоследок еще любопытная очень такая национальная мелодия. Вот сейчас, тут нет видео специально, просто послушайте. Вот они, вот эти интонации опять, как только что были в еврейской музыке, да? Но совершенно другой настрой, и мелодия по другому принципу развивается. Почувствовали, что интонации похожие, да, вот есть интонации ладовые, вот эти вот, то, что определяет изначально структуру мелодии, а характер разный. Там все-таки больше ритмическая основа, здесь больше мелодическая. Ну и вот напоследок это такая часть перед музыкальной нашей частью, которая будет живая музыка, скандинавская музыка. Что мы с вами знаем о музыке Скандинавии, о фьордах, о вот этой вот необычной северной культуре? Для меня это было огромное открытие. Ну, во-первых, я хорошо очень знаю и люблю Грига, но это совсем не одно и то же, что национальная музыка. Итак, слушаем. Певицу зовут Эйвор, удивительная, она как раз эту национальную музыку исполняет, она и поет и джаз. Она поет музыку фьордов. Манера исполнения, слушайте, интонации.
аккорда. Och hjärtan låar brännande bar. Соответствует музыка видам, да, которые вот перед вами. И лад особый, я вам сейчас его сыграю, особый лад, который не минорный, но он уходит в мажор. У него одна ступенька всего поменялась, а звучит иначе совсем. Смотрите, вот он был бы такой минор, а тут одна нотка изменилась, вот такая стала. В другом месте появился полутон, и появилась совершенно другая ладовая окраска. Правда? Ну вот я сегодня не хотела слишком много, и так, наверное, много я вам примеров разных показала. Задача была одна, чтобы вы сами для себя поняли, что национальная музыка – это прежде всего лады, которые используются, манера исполнения, которая заложена вот в самой природе, да, национальности, и те основные рисунки, которые используются. Кто-то развернутые мелодии использует, распевные, а кто-то ограничивается очень конкретными гармонической основой. А сейчас я хотела бы пригласить сюда солистку, с которой мы вместе вам еще и кое-что исполним уже настоящие музыкальные произведения, потому что, конечно, без живой музыки нам с вами никак. Итак, я приглашаю сюда солистку Государственного оркестра народных инструментов нашей Татарской филармонии. Это Резиду Галимову. Резида Галимова, вы у меня здесь? Где у меня Резида? Сейчас, секунду. Где у меня Резида? Бегом, 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 бегом. Ага. Но пока она идет, я хочу вам рассказать, что же мы будем с ней исполнять и почему именно эти сочинения мы выбрали для своей концертной программы. Резида, прошу вас. Это сегодня моя коллега. Итак, мы не случайно выбрали эти произведения. Во-первых, раз сегодня чаще звучал голос, но это продиктовано тем, что все-таки мелодия ассоциируется с пением, правда? И если вам показалось, что слишком много было музыки вокальной, это тоже не случайно. Да? Хотелось, чтобы мелодию еще можно было пропеть вместе с музыкантами, которые были в видео. Теперь у нас будет живой исполнитель. И мы с ней споем, во-первых, Сайдашева «Бабисара», это романс. Это Глинки «Жаворонок», и я здесь и Низилья. Это не случайно. Сначала вы услышите татарскую песню, где пентатонику услышите, да? И это, конечно же, классик татарской музыки, который очень много перенял и из европейской культуры, и позаимствовал у Михаила Ивановича Глинки. А вот у Глинки тоже не случайно эти два романса, потому что то, что в природе вы слышите, иногда вот такие зарисовки, когда птиц рисуют, или ветер изображают, да, или бурю в мелодии слышна. И «Я здесь и Низилья» – это что? Подражание совершенно другой национальной культуре испанской. Да? Ну что, мы готовы? Сейчас я. Сейчас. Готово.
Спасибо моей коллеге за то, что она украсила наш сегодняшний вечер. Но это еще есть маленькая вишенка на торте. Ну, во-первых, вы знаете, что у нас 18 числа будет концерт, посвященный романсам Глинки. И мы сегодня решили с нашим руководством, что мы всем, кто пришел сегодня на лекцию, предлагаем купить билеты за 100 рублей. Мы специально сделали такие места. Я вас приглашаю, потому что Михаил Иванович Глинка, он, знаете, что сделал? Он соединил все красоты русской народной музыки национальной с европейскими достижениями. Он сделал то, что сделал Пушкин в литературе. Это человек, который совершенно уникальный по своей, вот, знаете, значимости для русской музыки. И вот на такой красивой ноте я хотела бы сначала закончить нашу встречу, но вы знаете, последние трагические события в нашем с вами городе, они настолько потрясли всю Россию, ну, и вас, и меня, и всех, кто узнал об этом и сопереживает, что я хотела бы другим закончить сегодня произведением нашу сегодняшнюю встречу. Это необыкновенная совершенно колыбельная для ангела из фильма «Список Шиндлера». И играет ее замечательный мальчик. Сейчас немножко вы о нем услышите, потому что вот эта вот скорбь, которая звучит в этой музыке, она касается всего. Любой скорби, которая только есть в человеке, да, которая может быть отражением его отношения вообще к жизни. А в мелодии, как вы услышите, там одни большущие, огромные скачки, но именно они и передают вот этот вот такой вот охват, вот душевный, знаете, вот я думаю, что это не случайно выбрал автор именно этот рисунок, уж я не могу про это не сказать, потому что тема сегодня мелодия, да, и вот вы послушайте, как эти вот огромные скачки в мелодии, они рождают в нас с вами вот этот вот вздох, вздох горечи, вздох сопереживания. Слушаем. Можно даже музыку, наверное, свет выключить чуть-чуть. Песня сказала, что она слышала, как ты играл «Список Шиндлера». Ты его играл у нас за кулисами. А я знаю, что это одна из твоих любимых вещей. Да. И это совсем другая музыка, не похожая на «Грозу». Там другой темп и другая интонация. Может быть, ты сыграешь нам сейчас немножко «Список Шиндлера»? Да. Да?
Браво! Да. Ну, вместе с ним, да, вот еще раз посопереживаем то, что произошло. Что? Что? Давайте встанем, да. Я тоже за то, что почтить память. Это, конечно, невероятное событие. Почтим память. Спасибо, что вы были сегодня, и что вы наверняка со мной вместе в очередной раз влюбились в музыку и почувствовали, что каждая мелодия – это отражение внутреннего мира и художника, композитора, и исполнителя, правда? И мы научимся с вами вместе получать удовольствие от встречи с музыкой. Я вас жду 3 июня. Спасибо вам большое. 3 июня я вас жду. Одна из самых интересных тем, которые я прямо обожаю, это ритм. Начиная от африканских барабанов и заканчивая свингом. Вот. И еще я хотела бы вам сказать, что я вам очень благодарна, потому что вот этот формат придумала я сама лично, и мне кажется, что благодаря вам, ну, я как-то поняла, что это может продолжаться, тем безграничное множество. Я вам благодарна. До свидания, до новых встреч. Спасибо. Да? 3 июня я вас жду. Да, в кассе. Да, не забудьте про Глинку, про 18 июня. Можно показать ваш билетик вот на сегодня, и вам дадут по 100 рублей билеты на 18 июня. Это не обязательно сегодня, это можно в любой день. Мы для вас специально забронировали места. Скажите своим друзьям и близким, Глинка – это эпоха в русской музыке. Он открыл целую историю настоящей национальной русской музыки. 18:30. Ну 18, я точно не помню, там как